Достлар, biz efirdemiz ve studiyamızda Musafir, onu memnuniyetle sizler için takdim edeceğimiz. Meraklı dostlar, mevzu dikkat ile dinleyiniz çünkü gerekli ve bugünkü kadar elbette ki aktüel bir mevzu. Demek tanış olun, stüdyamızda полициянın полковнигі, заместитель начальника ФГКУ Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым Александр Миропольцев. Селям алейкум, здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Сабалар Хайросун, как мы говорим. Доброе утро. Доброе утро. Скажите нам, пожалуйста, у нас полковники впервые в студии, правда? Да, очень рада видеть вас в гостях. Очень рада видеть вас в гостях. Добро пожаловать. Как начинается утро полковника? Это же традиционный вопрос, и нам очень интересно, как начинается утро полковника. До сегодняшнего утра, я думаю, оно начиналось точно так же, как у всех крымчан. Подъем, кофе и работа. Вот. Но сегодняшнее утро у меня началось со знакомства с такими очаровательными ведущими. Спасибо. Спасибо. Вот. Слава. Я думаю, что мы будем двигаться в том же направлении дальше. Наш следующий вопрос. Что подразумевает собой Федеральное государственное казенное учреждение Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии по Республике Крым? Какая основная функция этого учреждения? И как выглядит на сегодняшний день это учреждение? Что оно под собой подразумевает? Значит, наше учреждение является составной частью федерального органа исполнительной власти, части выработки единой государственной политики, обеспечивающей охрану объектов всех форм собственности на договорной основе. Значит, на сегодняшний день это самое крупное, разветвленное на территории полуострова учреждение, которое обеспечивает охрану объектов всех форм собственности, начиная от квартиры гражданина до крупнейших предприятий, ну, даже аэропорт мы тоже охраняем. Даже так. Расскажите нам о структуре. Мы знаем, что на территории Крыма входит 6 филиалов. И какова численность штата? Абсолютно у вас правильная информация. В структуру Федерального государственного казенного учреждения входит 6 филиалов. Значит, мы представлены практически во всех регионах полуострова. Значит, штатная численность у нас более 1000 человек. Из них 700 человек – это аттестованные сотрудники, 300 – это вольнонаемные. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Наша сфера деятельности постоянно расширяется, мы работаем над этим, поэтому растет и штатная численность. Вот, поэтому мы сейчас активно работаем по подбору сотрудников, лиц молодых, из молодежи, желающих послужить в войсках Национальной гвардии, поработать на благо государства. Вот вы уже сказали о том, что вы привлекаете молодежь к тому, чтобы они вступили в ваши ряды, но что их ожидает? После того, как они отслужат, какие объекты они будут охранять, например, да, какие объекты входят под охранный комплекс ваш, и что это за объекты, вот, кроме того, как вы сказали, что вот даже аэропорт? Спасибо за вопрос. Значит, основная наша функция, как я сказал, обеспечение безопасности объектов, она делится на две составные части. Это техническая охрана и непосредственно физическая охрана. Вкратце, физическая охрана, то есть это постовые, которые стоят на объектах, включенных в перечень, который утверждается правительством Российской Федерации. Ну, приведу простой пример. На территории полуострова это, как я уже сказал, международный аэропорт Симферополь, это международный детский центр «Артек», это все государственные органы власти Республики Крым, Совет министров, Госсовет, прокуратура, Верховный суд Крыма и так далее. Значит, что касается технической составляющей, это такое перспективное направление развития вневедомственной охраны. Это охрана объектов с помощью технических средств. То есть мы наблюдаем за состоянием этих средств охраны, и наши наряды групп задержания, мобильные, оснащенные современным транспортом, вооружением, экипировкой, они реагируют на эти, назовем их, сигналы тревога, как мы между собой их называем, тревожные сообщения. Вот. И таким вот нехитрым способом мы умудряемся охранять более 12 тысяч объектов на полуострове. Ого! Да. Хорошая Все, цифра. самые главные объекты в ваших руках находятся. Вот вы сейчас верно. перечислили. Совершенно верно. Но У меня есть дополнительный вопрос. Вот вы сказали о том, что есть два вида, это физическое и техническое. Мы знаем, что сейчас мы в 21 веке идем в ногу со временем, когда идет
полная компьютеризация, и когда все наше свободное время, все наше время занимают гаджеты, занимают компьютеры, занимают какие-либо технологии, правильно? Есть ли риск того, что техническая безопасность, то есть техническая сторона, она как-то вытеснит физическую? То есть обязательно ли в охранном комплексе должен быть человек? Техника может справиться сама, либо человек тоже должен обязательно присутствовать? Да, вы правильно заметили, что техника не стоит на месте, она усовершенствуется, но, к сожалению, может быть, и к счастью, техника без человека, она несовершенна. Опять же, мы наблюдаем за состоянием средств технической охраны, но реагировать на их изменения, да, на тревожные сообщения, должен все-таки человек, который должен выехать на место, осмотреть объект, в случае необходимости задержать правонарушителя, составить необходимые материалы, которые требуют от нас уголовное, уголовно-процессуальное, административное законодательство. Вот, поэтому, конечно же, мы идем по пути, это, понимаете, два фактора, которые должны дополнять друг друга. Техника дополняет физическую охрану, физическая охрана, она усовершенствует техническую, то есть без друг друга они не будут достаточно эффективны. Как вы уже сказали, главная черта вашего ведомства – это мобильность, что немаловажно в вашем деле. За последнее время сколько преступлений удалось предостеречь, и были ли факты задержания по данным преступлениям? Да, значит, основное, конечно же, как я сказал, у нас функция – это защита объектов от противоправных посягательств, поэтому как бы основная масса преступлений, которые пресекли наши сотрудники, ну, возьмем статистику этого года, это же кражи, конечно же. Это порядка 79 их было пресечено только за 10 месяцев. Но в нашем активе есть и иные преступления, скажем так, связанные с угрозой здоровья и жизни граждан. У нас были пресечены убийства, изнасилования, телесные повреждения разной степени. Есть в активе грабежи, раскрытые, пресеченные, разбои и так далее. То есть мы не останавливаемся на каком-то одном факторе, потому что кроме охраны объектов, естественно, в функцию входит и пресечение правонарушений, которых было пресечено более 10 тысяч только в этом году нашими сотрудниками. Естественно, раскрытие иных преступлений на улицах, в общественных местах и так далее. Спасибо вам большое. И, к сожалению, наша интересная беседа подходит к концу, и мы бы очень хотели вас попросить, чтобы вы пожелали что-нибудь нашим телезрителям. Я думаю, от вас какое-либо пожелание будет принято еще с большим удовольствием, так как вы охраняете, грубо говоря, наш покой. Да, вы стоите на страже нашего покоя. Ну, конечно же, хотелось бы пожелать всем телезрителям вашего канала это мирного неба, это каждого утра, чтобы оно начиналось с приятного общения, с приятных новостей, с приятных каких-то ощущений, эмоций. Ну и, конечно, пусть все невзгоды и несчастья обходят их дома, семьи и родных, и близких. Спасибо вам большое. Вам спасибо за приглашение. За ваши компетентные ответы. И мы желаем вам успехов в вашем нелегком труде. Всегда рады видеть вас у нас в гостях. Спасибо, что посетили нашу студию. Хорошего дня вам. Спасибо. Dostlar, biz ise sizin güzel sabahınızı devam etmeye tırışamız ve növbeteki rubrikamız endi öz növbetini bekley. Ama bundan evvel sizge de bir kere hatırlamağa isterim ki viktorinamız endi öz növbetini bekley dostlar. 10 sual ve tek bir doğru cevaptır ve bahşiş sizin ellerinizde. Bunun için sizge hoşmaydı 978 095 41 45. Tamam bu telefon vasıtası ile biz ile bağlanabilirsiniz ve elbette ki öz hediyenizni de alabilirsiniz. Dostlar, endi sabah programımız yavaş-yavaş o sonuna da yakınlaşmakta ama bu sonki dakikalarını biz ile geçiriniz da çok meraklı şeyler sizni bekley. Növbette rubrika ve biz ile olunuz.